На мой взгляд, я вот хочу и не только свою позицию, но и позицию, значит, этнологов обозначить, потому что есть хороший раздел в прикладной этнологии, где вот для таких, значит, социокультурных проблем не только в регионах и в центре государства, может быть, даются определенные прогнозы, и есть градация конфликтной ситуации. Как правило, выделяют 4 стадии. Первая стадия, она кажется только простой, но уже на ней, вот на этой стадии важно работать активно и с людьми, и с молодежью отдельно, потому что латентная стадия, она уже обозначает точки проблем. Например, у нас это можно назвать, как пример привести УФА-2. Проблема УФА-2, она могла решиться уже на стадии латентной. Решать можно было совместно с учеными, совместно с народом, желающими, интересующимися, молодежью тем более. Да. И следующая стадия – это уже проявление конфликта и уже течение конфликта. Это самая сложная стадия. Вот здесь, на этой стадии, очень важная роль принадлежит именно СМИ. Средства массовой информации должны как можно оперативнее, объективнее и не скрывая какие-то острые углы преподносить материал. Поскольку если о чем-то мы умалчиваем, обязательно это обрастает новыми, совершенно ненужными и не позитивными, наоборот, негативными мифами. Поэтому, конечно же, СМИ должны опережать вот ту информацию, те материалы, которые хейтеры, я бы сказала, выкладывают в интернете. Даже хотя бы как ответ, хотя бы чуть-чуть оперативнее работать, чем это было, например, у нас. Следующая стадия уже это, собственно, последствия, и это уже решение, это уже переход к диалогу. Вот на этой стадии очень даже правильно было, вот я считаю, что был проведен митинг. Единственное, вот, на митинг шли люди за Хабирова. Вот это вот, наверное, ошибка. Мы шли за объединение, мы были против раскола. Вот за единое наше, в общем-то, государство, за единый Башкортостан, за единую наш социум единый. Вот это вот, наверное, нужно было большим усердием. Кстати, понимающие люди были, многие писали именно за единый Башкортостан, сильный Башкортостан и так далее. Да? Однако вот такой момент имел место быть. И еще, именно вот на этом митинге Ради Фаритович призвал к диалогу. Вот то, что нужно как раз вот на этой стадии развития событий. Он сказал, что готов протянуть руку и вести диалог даже с теми, кто не согласен с его политикой. Вот в этом контексте митинг был, конечно же, нужен. Что касается добровольности и недобровольности, подавляющее большинство, если вот за единый Башкортостан, кто же будет против? Конечно, мы идем добровольно. Однако, конечно же, опять-таки, хейтеры хорошо поработали, нашли, значит, людей, которые, в общем-то, ругали события. Вот здесь вот тоже, может быть, местные руководители, именно чтобы лишь бы отправить кого-то, отправляли, вот, скажем так, не согласуясь с этим человеком, с его посылами, с его желаниями, с его возможностями. Вот это уже, скажем так, вопрос к руководителям, которые организовывали это на местах. А в целом мы, в общем-то, я считаю, что участие было и добровольное, вот за себя скажу. Я председатель Курултая Башкир, да, вот казалось бы, волнительно было бы, но ситуацию я с самого начала правильно понимала, с латентного этапа. Было общение и с этими, с ребятами, и с теми, кто активно или пассивно, но поддерживал. Поэтому картинка у меня была полная, и с полным осознанием, лично сама за себя говорю, я шла на этот митинг. Из Стерлитамака, значит, 600 с лишним человек у нас было, и, в общем-то, считаю, что этот шаг был совершенно верным. И вот прежде всего нам важно помнить, что Башкортостан у нас является многонациональным регионом. Причем мы по своей многонациональности занимаем второе место после Дагестана во всей Российской Федерации. То
То есть сразу понятно, если бы здесь было, скажем так, плохо, то вряд ли бы сюда переезжали на постоянное место жительства, стремились бы сюда. Значит, здесь есть комфортные социокультурные условия для жизни. И вот хочу сказать, что в этом контексте никогда в Башкортостане не было каких-то там еврейских погромов, каких-то конфликтов на этнических почвах или же на почве религиозной, например. И всегда именно, опять-таки, в этом контексте Башкортостан привлекал внимание ученых, не только наших, российских, из других регионов и так далее, но и зарубежных ученых, где вот начало, скажем так, этой многонациональности. Как эта многонациональность начинает формироваться? Мы же знаем, что до вхождения в состав русского государства все-таки территория была моноэтничная. Вот здесь сразу же на ум приходит следующее. Башкиры с древнейших времен жили племенами, и вот одно племя другое могло припускать себе на пастбище, если у соседей не уродилась земля. Если погодные условия были неблагоприятными, они могли к себе припустить. И это делали бескорыстно, это делали с, ну, скажем так, с удовольствием даже, потому что на следующий год у тебя могут быть сложности с погодными условиями. Ты куда пойдешь? Ты пойдешь к соседям. И вот эта система припусков, я думаю, веками сформировала у башкир, это же с древнейших времен идет, у башкир такое вот легкое восприятие чужой культуры. Нет такой вот резкой, скажем так, градации на свое, чужое, нет такой вот прямо отрицания и неприемлемости чужой культуры. Поэтому это дорогого стоило, скажем так. И с другой стороны, взвешенная и, скажем так, правильная, мудрая политика государства тоже не отходит на какой-то далекий план, на 10-е место. Это тоже имеет значение. Вот когда сбалансировано и то, и другое, да, вот тогда получается мирное сосуществование. Но общество у нас всегда неоднородно. Всегда неоднородно, у всех есть свое мнение. И вот эти вот, например, митинги, какие-то акции протеста, их нельзя воспринимать как явление, характерное только для нашего региона. Они происходят даже в регионах достаточно благоприятных, казалось бы, на первый взгляд. Например, Бельгия та же, да, там тоже, или тот же, ну, я не знаю, какие-то государства, Англия, Франция, ну, Японию возьмем и так далее. Везде это имеет место быть. Это элемент, скажем так, демократического государства. Оно должно быть. Главное, чтобы это не приводило к деструктивным последствиям, чтобы эти силы, которые призывают, не были сами изначально деструктивными. А как отличить деструктивный или конструктивный этот митинг? Отличие, я считаю, одно. Это те, кто призывают к митингу, организуют митинги, они должны сразу же выстраивать не только проблему саму обозначивать, но и выстраивать пути решения. Нет пути решения, значит, это непонятно для чего. И вот здесь вот просто призывы, просто какие-то лозунги, какое-то скандирование ненужное, оно, конечно же, становится, скажем так, действие, но действие без видимых, скажем так, результатов. Нет результата, значит, это деструктивность. Что еще по этому поводу? У нас митинги и демонстрации, а также, значит, акции протеста, они были и в 90-х годах. Но посмотрите, там тоже у нас особенность перестройки в Башкортостане как раз в том, что экологи первыми начали. Вторыми подключились национальные культурные центры. И вот стали они появляться и подключаться. Потому что и там, и в сфере национальных отношений проблемы за 70 лет советской власти здорово накопились. И тогда экологические акции протеста были после отравления питьевой воды в городе Уфе фенолом, после аварии на химзаводе. Такие же акции были по поводу сильнейшей загазованности в Стерлитамаке, Уфе, Салавате в первую очередь. Я сама как раз в 90-м году переехала в Стерлитамак, и на расстоянии вытянутой руки пальцев было не видно. Такой сильный был смог.
То есть, в общем-то, перед вами сейчас человек, который и фенольную воду попил, и в Стерлитамаке вот эти смоги самые страшные, когда даже днем вынуждены были с фарами включенными ездить автомобили. Это вот все на моих глазах. Поэтому акции протеста вот, по экологии, они привели нас к какому решению и к какой мысли, что нужен суверенитет. Нужен хозяин на этой земле, который будет видеть, слышать и вот этот запах газов в этих проблемных городах тоже слышать. До Москвы эти запахи и эта фенольная вода не доходит. Поэтому в конечном итоге это сыграло вот на итоговую такую как бы ситуацию борьбы за суверенитет. Сначала, конечно, выступали союзный статус Республики Башкортостан, а потом уже вот именно Республика Башкортостан как самостоятельное государственное образование с большими автономными правами. По разработке золота, кстати, золото у нас в Башкортостане разрабатывают с 1823 года. Впервые золото нашли по обеим берегам реки Миас. И вот с тех пор, в общем-то, по всей территории, можно сказать, Башкортостана добыча золота она велась. И, кстати, когда советская власть пришла, были концессии. То есть английские, бельгийские предприниматели тоже здесь добывали золото. Золото добывают и по сей день, и не только золото. У нас почти вся таблица Менделеева. Вот в таком регионе, конечно же, вот отсутствие, например, совести, скажем так, у предпринимателя, отсутствие рекультивации после разработок приисков, скажем так, да, это пагубно сказывается. Конечно же, вот уже в 2021 году была создана комиссия по этому вопросу, и комиссия работает. 10 лицензий уже аннулированы, и работа продолжается. Но это долгая, рутинная, тяжелая работа. Это то, что накопилось еще с 90-х годов, и в нулевых, и вот сейчас приходится вот это вот все как бы разгребать, то, что, в общем-то, не один год. Это не вчерашняя проблема, это проблема очень-очень давняя. И здесь тоже, наверное, какие-то, может быть, нужно хотя бы попробовать, да, достучаться, чтобы это не было только прерогативой федеральных органов, чтобы Башкортостан тоже мог как-то свою лепту вносить и защищать интересы в этом контексте. Еще один аспект нашей сегодняшней темы разговора – это молодежь. Молодежь, вот я как историк подтверждаю, что все революционные движения, все вот эти активные политические события, они не проходили без молодежи, они шли всегда впереди. Будь то перестройка, будь то какие-то другие позитивные акции, да, всегда молодежь была впереди. Поэтому я думаю, что с молодежью нам нужно особо работать. Вот у нас в Стерлитамаке, чтобы не быть голословной, я хочу сказать, что в Стерлитамаке давно уже об этом задумались, вот эту позитивную энергию молодежи направить в хорошее русло. Они ведь жаждут настоящих дел, настоящей работы. И у них есть потенциал, у них есть, скажем так, уже чуть ли не прирожденные лидеры. Почему они должны ждать своего часа, откладывать это, вот, пока я буду учиться, а это потом? Пусть это будет параллельно. У нас при Стерлитамакском Курултае всегда с 2015 года ведет работу молодежный Курултай. Не секция, как это во многих региональных местных Курултаях. Там всего лишь секции, и руководитель не всегда из представителей молодежи. А тут вот именно молодежный Курултай при Курултае. Теперь мы хотим выйти еще на новую стадию развития, назвать его не Курултай, а Башкорт-Яштары. Это будет достаточно самостоятельная организация со своим уставом,
со своим планом работы, но при Курултае, разумеется, да, и с перспективой превращения их в юридическое лицо, незамедлительно. Уже в этом контексте мы с юристами работаем. Если они будут юридическим лицом и с таким хорошим названием «Башкурт Яштаре», с переводом на русский язык «Башкурт Яштаре», понимаете, не молодежь Башкортостана, а именно вот как имя собственное, сохраните этот контекст. И они смогут и в грантовой активности себя проявить, они смогут настоящими делами заняться, они смогут очень много полезного сделать для народа, для республики, для всех нас. Поэтому этот потенциал, он очень значимый, очень важный, очень нужный. Его нельзя, конечно, упускать. И я думаю, этому примеру последуют все другие Курултаи в нашей республике. Потому что в том же Баймаке, в Челябинской области, там же есть молодежь, потенциально очень активная. Кроме того, еще хочу сказать, что у нас в Стерлитамаке уже, вот поскольку Всемирный Курултай Башкир объявил этот год 2024 годом молодежи, у нас уже состоится первый Рухи Майдан. Рухи Майдан назначили на 6 марта, и он будет именно в стиле таком молодежном, с трансляцией во все города, скажем так, с выкладыванием материалов в YouTube, с молодежным таким задором, скажем так. И вот там мы как раз Башкурт Яштаре хотим представить. Костяк у нас есть, но значит, в членстве мы не ограничиваем, другие социально активные молодые люди тоже могут подтянуться. Так что вот в этом направлении, я думаю, хороший задел уже существует.